Инвалидам, ну и другим категориям граждан не могли дождаться завершения строительства своих индивидуальных домов, так как подрядчики их не достраивали. Чтобы таких ситуаций не было, Министерство строительства разработало проект об использовании счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов. То есть строить такие дома теперь будут с финансовыми гарантиями. Эскроу-счета предполагают использование денежных средств дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию. В случае, если застройщик не завершит строительство или обанкротится, все гарантированно в полном размере будет возвращено заказчику. У этого законопроекта цель как раз обезопасить людей в этом плане, в плане того, чтобы деньги сохранились. Механизм счетов эскроу при строительстве многоквартирных домов был введен в 2019 году. Количество проблемных объектов на территории республики сократилось. В настоящий момент в реестре проблемных объектов числится только 2 объекта, которые с помощью механизма Фонда развития территорий введут в этом году. Переход на счета эскроу благоприятно завершается. Спорные моменты присутствуют, но в небольшом количестве. Не все застройщики обеспечены проектным финансированием. Таким образом, что банки имеют право отказывать по своим собственным основаниям застройщикам в выдаче проектного финансирования, целевые кредиты, и вынуждены застройщики самостоятельно за счет собственный счет финансировать строительство объектов. Но таких у нас застройщиков не так уж и много. По данным ВЦИОМ, 68% российских семей и 59% горожан стремятся жить за городом. Тем более новый законопроект предполагает строительство домокомплектов или типовую проектную документацию. Он обязан подключить построенный дом к сетям инженерно-технического обеспечения. Но по мнению экспертов, есть и ряд нерешенных вопросов. Это в частности проблема поэтапного раскрытия эскроу-счетов, когда доступ к деньгам дольщиков предоставляют в зависимости от степени готовности объекта. Главное условие успешного развития сегмента ИЖС – это появление полноценной ипотеки без дополнительных залогов и поручителей, процентов на уровне квартирной ипотеки и с проектным финансированием через эскроу-счета. Представители банковской сферы должны получить понятные для оценки проекты, а застройщики – доступ к выгодным кредитам. Только в этом случае план по увеличению объема строительства индивидуальных домов до 200 миллионов квадратных метров к 2024 году может быть выполнен. Уже в этом году нас ожидают пилотные проекты по кредитованию частных домов с использованием данной механики. Еще одним положительным моментом при такой системе станет еще более строгий отбор компаниям, что приведет к уходу с рынка всех недобросовестных застройщиков. Марина Захарова, Артем Алексеев, Якутск.